В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Ковой, находится с официальным визитом в Республике Науру. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства нашей страны. В составе делегации вице-спикер парламента Республики Абхазия Саид Харазия и начальник департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия. В рамках визита уже состоялась встреча главы МИД Абхазии с президентом Науру Бараном Дивависи Вака, на которой стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В сообщении также отмечается, что в ходе визита делегация Республики Абхазия примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летней годовщины Дня независимости Республики Науру. Официальный визит продлится до 4 февраля. В Министерстве обороны Абхазии прошло расширенное заседание под председательством министра Мираба Кишмария, в ходе которого были подведены итоги подготовки вооруженных сил за январь и поставлены задачи на февраль 2018 года. Тему продолжат наши корреспонденты. Выступавшие с докладами командиры воинских частей и подразделений говорили о состоянии правопорядка, о военно-политической обстановке, о морально-психологической боевой подготовке личного состава. Также были заслушаны доклады об организации воспитательной и культурно-досуговой работы в частях и подразделениях Министерства обороны. С основным докладом выступил начальник Генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия, первый заместитель министра обороны генерал-полковник Анатолий Хрулев. На следующий месяц, февраль, у нас спланировано очень много мероприятий. Особенно нагрузка будет на офицеров управления, начальников родов войск и служб. Одновременно первая неделя у нас проходит мобилизационная. Попрошу всех командиров, начальников штабов особенно, кто отвечает за мобилизационные вопросы, военных комиссаров, уточнить все документы, которые у вас есть. Также управление материального обеспечения провести все сборовые мероприятия с нештатными поварами, со старшинами, теми должностными лицами, которые должны привлекаться для обеспечения повседневной жизнедеятельности. В свою очередь, министр обороны Республики Мираб Кишмари обратил внимание присутствующих на состояние воинской дисциплины в воинских частях и подразделениях. Он отметил, что необходимо проводить работу с офицерским составом с тем, чтобы они четко осознавали ответственность за вверенный им личный состав и материально-технические средства. Касаясь вопросов обучения военнослужащих вооруженных сил Республики Абхазия в высших военно-учебных заведениях Министерства обороны России, Мираб Кишмари отметил необходимость более качественного отбора кандидатов на поступление, а также контроля над ходом обучения, успеваемостью, поведением наших военнослужащих. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Абхазии. Министр здравоохранения Республики Тамас Цахнаки сообщил Апснапресс о начале работы в рамках двустороннего взаимодействия. По его словам, 3 пункта обеспечения лекарственными препаратами льготников уже созданы в Гудауте, Сухуми и Ачамчире. Еще 2 пункта будут созданы в течение 2 недель в Гагре и Тхуарчале. Министр сообщил, что для обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан в год планируется выделять 50 миллионов рублей. Как пояснил Тамас Цахнаки, в категорию граждан, которых будут обеспечивать лекарственными препаратами, попадают все льготники. 28 января отмечается Всемирный день безработных с целью обращения внимания общества и правительства на проблемы занятости, которые актуальны во всем мире. От безработицы не застрахованы даже экономически развитые страны. Существуют различные методы борьбы с этой проблемой. В Абхазии при Министерстве труда, занятости и социального обеспечения была создана Государственная инспекция по труду. О том, какие функции выполняет инспекция, выясняла наш корреспондент Сария Смар. Безработица – проблема всего государства, и решить ее возможно только общими усилиями всех ведомств. На сегодняшний день пока говорить о создании государственной биржи труда в нашей стране рано. Тем не менее, Министерство труда, занятости и социального обеспечения делает все возможное, чтобы обеспечить население рабочими местами. Очень сложно сказать, когда это вступит в силу и когда вообще появится и биржа труда, и рынок труда. Вот, без чего не может государство существовать и двигаться вперед. Мы работали над созданием нового
Трудового кодекса, ходили в парламент, обсуждали эти статьи, вот, вносили свои предложения. То есть процесс обычный, это самое. Как более узкие специалисты мы выступали в роли консультантов, но к чему-то прислушались, к чему-то нет. Предложения вносили по статьям, изучали их. Государственная инспекция по труду начала свою работу не так давно. Инспекция проводит проверки по всей стране. Теперь, согласно 151 статье Трудового кодекса, организации должны предоставлять в Управление труда и занятости информацию о наличии рабочих вакансий. В случае неисполнения этого пункта работодатели будут вынуждены выплатить штраф. Работодатель обязан предоставлять информацию о вакансиях, которые у них есть в течение 5 дней до их появления, ну и примерно так же до ликвидации с указанием должностей конкретных, зарплат и требований квалификационных. Если у нас будет такой банк данных, тогда мы сможем намного больше быть полезными людям, которые ищут работу. Бесподобная информация от работодателей, Министерства труда, занятости и соцобеспечения. Сложно оказывать помощь гражданам в трудоустройстве. Именно по этой причине необходимо всем ведомствам более тесно сотрудничать с министерством. По словам Джона Агарба, только в этом случае будет положительный результат, и люди, которые обращаются в управление занятости, могут быть трудоустроены. Также Джон Агарба отметил, что Государственная инспекция по труду выясняет вопросы, касающиеся предоставления отпусков, социальных льгот, больничных листов работникам. В своей работе каждый день ведомство сталкивается с множеством проблем, основная из которых – отсутствие специалистов. Не хватает специалистов в области труда, кадров очень мало. Вот. А с учетом низкой заработной платы, даже если удается кого-то найти, ну это, наверное, общая проблема, они, как правило, долго не задерживаются, находят более интересную, более высокооплачиваемую работу и, естественно, уходят. Впереди у ведомства множество планов, в том числе и наладить работу Государственной инспекции труда на более качественном уровне. В частности, проводить проверки не только в столице, но и по всей республике. Сария Смор, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Подписан договор о взаимодействии национальной платежной системы АПРА и системы денежных переводов «Контакт», включающую на сегодняшний день свыше 410 тысяч пунктов обслуживания в 170 странах мира. С вопросом о том, какие возможности договор дает держателям карт АПРА, мы обратились к руководству национальной платежной системы. Интеграция с «Контактом» позволит нам предоставлять новые сервисы в рамках НПС. Это расширит возможность пополнения карт АПРА. К сожалению, довольно ограниченную на сегодняшний день. Сегодня карту АПРА можно пополнить либо через банкомат с функцией кэш-ин, то есть функцией приема наличных, либо через кассу банка, оборудованную посттерминальным устройством. И в том или ином случае при этом необходимо присутствие непосредственно держателя карты. В результате нашего взаимодействия можно будет пополнять карту АПРА как на территории Абхазии, так и за ее пределами. Это дополнительное удобство для держателей карт, потому что они могут получать денежные переводы непосредственно на свою карту, не обращаясь в офис обслуживания банка, не проходя там необходимые процедуры для получения своего денежного перевода. В настоящее время готовится дорожная карта проекта интеграции, но я вам могу однозначно сказать, что в течение 2018 года данный сервис будет реализован для держателей карт АПРА. Благотворительный фонд «Абхазия» совместно с депутатом Народного собрания Валерием Агарба преподнесли в дар 2 столичным школам и детскому саду оргтехнику. Подобные акции фонд проводил и ранее. О том, какую именно технику получили школы и детский сад «Сказка», расскажет Рената Шакая. Если раньше учителя должны были располагать плакатами и порой сами изготовляли демонстрационный материал, то сегодня в интернете можно найти готовые плакаты, картины, видеоролики или сделать их самим, только уже не гуашью на ватмане, а, к примеру, в различных программах, выводя все необходимое на проектор. Обеспечить наглядность стало в разы проще. Проектор в современной школе стал таким же незаменимым атрибутом, как доска и мел. И вот в 14-й школе появилась возможность пользоваться такой техникой.
В очередной раз нас приятно удивила благотворительная организация «Абхазия», фонд «Абхазия». Они не первый раз помогают нашей школе и вообще школам Абхазии. Мы получили сегодня проектор в полном комплекте с экраном. Современные технологии позволяют приобрести проекторы для образования, которые дарят преподавателям новые возможности, а школьникам знания, приобретаемые не за счет скучной зубрежки, а в ходе увлекательного занятия в классе, похожего на игру. В 14-й школе планируют полностью перейти на интерактивное обучение начальных классов. Я работаю в этой школе уже с 90-го года, значит, я работаю почти 28 лет. В этом году я взяла первый класс, у меня 28 детей. Работая такой долгий срок в школе, я могу сказать, что руководство нашей школы на протяжении долгого времени всегда идет в ногу со временем. То есть используются различные возможности, технологий. Это очень важно для развития наших учащихся. В 6-й средней школе в дар преподнесли 2 новых компьютера для оснащения кабинета информатики. Проект помощи школам городским и сельским у нас начался в конце 2014 года и продолжается по сей день. Наша большая мечта, чтобы у каждого ребенка была возможность сидеть за компьютером и обучаться. К сожалению, пока мы делаем то, что мы можем сделать. Большое спасибо всем тем, кто поддержал этот проект. Это группа депутатов, это МВД республики, это начальник ГАИ республики. Это просто люди, которые приходят, покупают то, что мы предлагаем как продукт реализации, чтобы пополнить свои возможности финансовые. Сегодня привезли 2 компьютера. Я думаю, что в дальнейшем они, как обещали, помогут. Я хочу выразить от имени всего коллектива, это и ученического коллектива, и педагогического коллектива, большую благодарность за такую оказанную помощь. Проектор, специальное полотно, акустическая система, компьютер были переданы дошкольному образовательному учреждению «Сказка». Акция по оснащению техникой школ Абхазии была начата 15 декабря прошлого года. Учредитель благотворительного фонда «Абхазия» Лаша Саканя выступил с предложением о продаже так называемых красивых госномерных знаков с целью использования средств, полученных от их продажи, для оснащения школ необходимой оргтехникой. За поддержкой своей инициативы он обратился в правительство и к депутатам Народного собрания. Мы выбрали ваш детский сад по просьбе нашего члена попечительского совета, депутата Народного собрания Валерия Владимировича Агрба. Очень настоятельно просил уделить внимание вашему детскому саду. Огромное спасибо. Мы надеемся, что данная техника поможет как-то усовершенствовать, улучшить преподавание абхазского языка. Ребята из благотворительного фонда стараются охватить все школы, но образование и воспитание, такие подобные инвестиции необходимо, в том числе и дошкольные учреждения, потому что начинается именно с детских садов. И подобные инвестиции необходимы именно для дошкольных учреждений. Вот свою лепту в будущее развитие Абхазии внесли сегодня благотворительный фонд Абхазии, за что мы им очень благодарны. Руководство фонда «Абхазия» заверило, что и в дальнейшем будет оказывать посильную помощь как школьным, так и дошкольным учреждениям. Рената Шакай, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи военного суда Республики Абхазия – 1 единица. Прием заявления кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции с 29 января по 12 февраля включительно. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 5-10 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.